Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Так, на сегодняшнее утро всего действует 64 пожара на территории республики. Из них тушится 33. Локализовано за сутки 18 пожаров. 28 ликвидировано, вновь обнаружено 4. Работает на этих пожарах 2494 человека, 361 единица техники. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и предислокации личного состава работает авиация. Сегодня также запланирована работа авиации, в том числе Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства вооруженных сил. Работа по тушению лесных пожаров действует на 13 территориях, районах нашей республики. Объектам экономики и населенным пунктам от пожаров угрозы нет. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. Борьба с природными пожарами продолжается в Якутии. Задействованы более 2000 человек. Житель села Хатылы Чурапчинского улуса на месте обрушения берега озера обнаружил бивень мамонта весом 70 килограмм. Обильные дожди прогнозируют синоптики в южной части республики завтра. В населенных пунктах Ергеле, Хидей, Петропавловск, Мельжихси и в заповеднике Ленские столбы в борьбе с пожарами задействованы специалисты МЧС России. Проводится работа по расширению минерализованных полос, тушению отдельных очагов и дотушиванию локализованных пожаров. За сутки авиация МЧС России применялась на территории Усть-Майского и Хангаласского района. Слито 230 тонн воды и передислоцировано 95 человек. Специалисты МЧС России продолжают работу на территории Усть-Майского, Хангаласского и Чурапчинского районов, где необходимо в кратчайшие сроки основательно стабилизировать обстановку. В зависимости от погодных условий в плане на применение авиации МЧС России близ населенных пунктов Ильдикан, Петропавловск и природного парка Ленские столбы. Трактор «Якутлесресурс» был отправлен в Усть-Майский район для борьбы с лесными пожарами. Всего по инициативе республиканского оперштаба было отправлено 2 трактора, один из которых направлен наземным путем, а другой при помощи вертолета Ми-26. Также, по словам заместителя генерального директора «Якутлесресурс», в настоящее время решается вопрос по отправке дополнительных тракторов в другие районы республики. Было решено вести трактора в Усть-Майский район, потому что там обстановка не очень пока не хорошая. Один по наземным путем уже где-то в сторону Ванги находится, он будет уже в Усть-Мае. Ага, и вот еще один ДТ-75 отправляем тоже в Усть-Мае по Ми-26. Тем временем пострадавшим погорельцам села Бескюэль Горного Улуса продолжают оказывать материальную и финансовую помощь. Более подробно об этом в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Сразу после пожара жителям села начали оказывать всю необходимую помощь, в том числе и финансовую. Так, региональные власти решили выделить из республиканского бюджета всем пострадавшим микрорайона Кескель села Бескюэль по 30 тысяч рублей. На сегодня все они уже получили эти выплаты. По состоянию сегодня выплаты по 30 тысяч рублей получили 189 граждан, а дополнительно еще получит один, значит получается 190. Но дополнительно мы сперва получили 185 человек, а дополнительный список составили 14 по документам, 14 человек еще получили и еще один идет процесс. Помимо этого, как сообщили в администрации Наслега, сейчас оформляются списки пострадавших граждан, которым будут выплачены дополнительные финансовые средства из республиканского и федерального бюджетов. Документы собираем по постановлению РФ и РСЯ. Такие выплаты, помощь получают только прописанные по этому адресу.
Ну и плюс к этому мы составляем дополнительный список. И прописанные будут получать 142 граждан, и еще плюс 18 мы дополнительный список составляем. К сожалению, 17 граждан не получат, наверное, или по исковому заявлению что-то получится или нет. Но это не окончательное решение, сообщили здесь. Данный вопрос сейчас обсуждается на уровне администрации района. Между тем, как сообщают волонтеры, общественники села, сегодня помощь для погорельцев поступает практически со всех уголков республики. Большая часть из них уже распределена по семьям. По разговорам погорельцев я пришла к выводу, что у них не хватает мебели. Но надеюсь, что все в итоге получится, и они получат определенную помощь в этом отношении. Тем временем в селе активным ходом идут аварийно-восстановительные работы. Как сообщил первый зампред правительства Якутии Дмитрий Бердников, это не только строительство домов, но и восстановление других строений, которые пострадали во время пожара. До 25 числа закончатся все работы подготовительного характера, в том числе и выдача рабочей документации. Она сегодня идет поэтапно, работы ведутся параллельно. Вы видите, что сегодня мы уже приступили к забивке свай и вывозу сюда домокомплектов. По поручению главы республики продолжается работа по возмещению ущерба и восстановлению утраченных надворных построек, в первую очередь для скота, чтобы зимовку обеспечить скота. Также в будущем в селе появится новая школа и многофункциональный спортивный центр. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев во время визита в село в рамках прокладки первой сваи. По решению нашего президента Владимира Владимировича Путина мы уверены, что в ближайшие годы здесь будет построена новая школа и новый многофункциональный центр культурно-спортивный. Такого объекта здесь в селе вообще никогда не было, а школа здесь деревянная, ветхая. И, конечно, жители очень рады, что село Бескёль восстановится и станет еще лучше, еще краше. Погорельцы выражают большую благодарность всем жителям республики, кто не остался в стороне в это нелегкое время. По словам жителей села Бескёль, они сполна прочувствовали тепло и поддержку каждого жителя Якутии. Народ Сака этим примером, на примере ликвидации ущерба лесного пожара, показал себя с самой лучшей стороны. И я горжусь, что люди все объединились в одно целое и помогают нашему маленькому поселку всеми силами. Возрождение микрорайона ждут не только жители села, но и братья наши меньшие. Ведь они, можно сказать, тоже в огне потеряли свои дома. Новый микрорайон в селе Бескёль должен быть полностью достроен до 15 октября. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Бескёль, Горный Улус. Перейдем к эпидобстановке в регионе. 145 случаев коронавирусной инфекции зафиксировали за сутки. В Якутске 83 заболевших, в Мирнинском районе 12. По 7 случаев выявлено в Нерюнгринском и Сунтарском районах. По 6 в Вилюйском и Мегино-Кангаласском. Также в Алданском и Чурапчинском районах заболели коронавирусом по 4 человека, а в Амгинском и Намском по 3. В Кобяйском, Нюрбинском, Усть-Алданском выявлены по 2 случая и по 1 в Верхневилюйском, Ленском, Алекминском и Таттинском районах. За сутки лабораториями Якутии проведено 3706 исследований. День флага Российской Федерации отмечают сегодня. Ровно 30 лет назад, в 1991 году, трехцветный стяг был признан официальным символом новой России и торжественно поднят в столице нашей Родины, став ярким атрибутом эпохи перемен. Флаг сопровождает нас во всех значимых событиях и напоминает славные исторические страницы российской державы. Со знаменательной датой поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что Якутия со времен освоения Сибири и Дальнего Востока, как форпост и опора страны на северо-восточных рубежах, с ее уникальным геостратегическим потенциалом, богатой культурой вносит свою достойную лепту в устойчивое развитие страны. В Чурапчинском улусе найден бивень мамонта. Житель села Хатылы Семен Дорогунов рассказал, что увидел что-то белое на месте обрушения берега озера. Из любопытства при внимательном рассмотрении он разглядел бивень мамонта.
Свою находку в 2,5 метра длиной и весом в 70 килограмм Дорогунов намерен сдать в местный музей. Отметим, что ранее на территории этого алласа житель Улуса Геннадий Говоров находил останки древнего быка, кости которых намного превышают современных. В Чульманском детском доме, центре «Вектор», появился автобус для перевозки детей. Сюжет Екатерины Павловой. В Чульманском центре «Вектор» на сегодняшний день 34 воспитанника. Все они – школьники. До настоящего момента ребятам приходилось пользоваться автобусом школы номер 7, чтобы попасть на уроки. Наличие своего транспорта было острой необходимостью для учреждения. В нашем учреждении получается как глоток свежего воздуха данный автобус. Мы очень нуждались в этом автобусе и искренне и признательны руководству управляющей компании «Колмар», которые не остались равнодушными к нашей просьбе, к нашей проблеме, и которые пошли навстречу и подарили нашему центру «Вектор» детство. Для ребят из центра «Вектор» новый автобус – это безопасность и комфорт на пути к месту учебы, а также новые возможности для получения дополнительного образования и проведения досуга. Чтобы действительно дети могли передвигаться комфортно не только внутри района, но и, если надо, на дальние расстояния, чтобы это было безопасно, надежно. Поэтому приняли решение непосредственно в компании «Колмар». Уже предложили детскому дому именно эту машину. Заказали на заводе. Ну вот, слава богу, оперативно к зиме как раз привезли. Сейчас с наступлением морозов детки будут передвигаться уже на комфортном автобусе. Очень важно, что дети центра «Вектор» сегодня знают, что есть люди, которым не все равно, в каких условиях они живут. Кроме новенького автобуса, в этом году также благодаря местным предпринимателям, открытого акционерного общества РЖД, компании «Эльга Уголь» в учреждении проходят ремонтные работы, которые должны завершиться к 1 октября текущего года. Тогда воспитанники будут жить в отремонтированных комнатах с новой мебелью. И, конечно, у них появится больше поводов улыбаться. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Завершим наш выпуск информации о погоде. Обильные дожди прогнозируют в южной части республики 23 августа. По данным синоптиков, сегодня на юге, в центральных районах, а также на северо-востоке ожидаются местами кратковременные дожди. А завтра на юге местами сильные дожди, грозы, ветер умеренный. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов, при дождях плюс 14, плюс 19, на севере плюс 7, плюс 12, на юго-востоке до 30 градусов тепла. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.